Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто не сводит с вас своих глаз? Кто за вами следит? Кто наблюдает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, кто же за вами следит? Влюбленный в вас человек за вами следит, не сводит с вас глаз. Девушки, мои хорошие, вы все разные. Кто-то в паре, кто-то в браке, кто-то сама по себе. Но вот есть человек рядышком с вами, который вас любит. Причем любит очень сильно и ничего с собой поделать не может, очень сильно боится вас потерять, поэтому не сводит с вас глаз, знаете, как стережет, да? И постоянно за вами подслеживает, чтобы не украли, не увели, не увезли. Да, такое есть. Если вы дама замужняя, то это ваш муж. Если вы встречаетесь с парнем, то это ваш парень. Ну, а если ни мужа, ни парня нет, но рядом крутится какой-то паренек, мужчина, то это он. Это он. Прям, знаете, такой влюбленный, такой вот прям, ух, люблю. Но при этом очень боится вас потерять. Очень боится, что вас уведут. Вы такая, вы красоточка, вы огненная, у вас такой характер, себе цену знаете. Очень как независимая, и вами невозможно управлять, вас контролировать. И вот мужчинка, у него же сердце кровью обливается. Думает, господи, ну уведут, заберут. Везде столько мужиков, они все рядом с ней. А она такая общительная. О боже, что же мне делать? Ну, прям такой напуганный, перепуганный. Ну, кто в паре, кто в браке, я думаю, что вы уже не раз видели, да, что мужчина там покушался на ваш телефон, может быть, на ваши гаджеты, может быть, даже где-то там пытался уши погреть. Вот, и потом говорил, нет, тебе показалось, я ничего такого не делал. Делал, девочки, делал и делает постоянно. Он очень сильно панически боится, что вас уведут. Да, какие-то есть проблемы между вами, может быть, не все так гладко, как хотелось бы. И вот зная ваш вот этот горячий нрав, он думает, ну вот точно она меня поменяет на какого-нибудь более, не знаю, успешного, галантного, богатого. Да, такое есть. Для тех, кто не замужем и нет у вас парня рядом, то это явно кто-то из ваших коллег, людей, с кем вы в одной компании общаетесь. Может быть, друзья, может быть, даже как, допустим, там брат вашей подруги. Человек, который давно вас любит, но по какой-то причине не может вам в этом признаться. А может быть и признавался, но вы как-то не восприняли это всерьез. Да, подумали, что ну шутка там, либо пьяненький. На самом деле нет. Вот этот парень, он понимает, что он вас не совсем достоин, либо ну, не может вам дать все то, чего вы достойны. Вот его это, конечно, коробит. У него там просто невероятные планы, там что-то получить, добиться, не знаю, там разбогатеть, бизнес раскрутить. Вот. С одной стороны, он понимает, что вы тоже вечно ждать не будете. А с другой стороны, ну, как с голыми карманами, да, с пустыми карманами, с голыми руками приходить как-то ну, не очень хорошо, не очень красиво. Вот он вас и стережет, вот он и следит за вами. Да. Кстати, вы не удивляйтесь, если вы с кем-то знакомитесь, потом этот человек просто сливается, да, ну, там, не пишет, не как-то с вами не пытается выйти на связь. Скорее всего, вот этот парнишка, он всех от вас отгоняет. Ну, в прямом смысле слова, да.
В прямом смысле слова. Вы не видите, вы не замечаете, но за вами действительно ведется слежка. Такое впечатление, что у него прям как 1000 глаз. Ну, что это может? Это могут быть всякие жучки, это могут быть всякие программы в телефоне. Это могут быть, ну, как нанятые люди, да? Люди, которые продают информацию о вас. Даже частный детектив может быть. Не удивляйтесь, мужчины, они такие, они, когда им надо, на все способны. Но вот мне идет, что прям следит и бережно вас хранит. Хранит для себя. Вот. Да, не решается вам ничего сказать. Ну, вот ждет повод, ждет, например, там, поступления денег, чтобы вот прийти там, с красивым букетом, с красивым кольцом, там, пригласить в шикарный ресторан, чтобы прям удивить, да, удивить, чтобы вы не отказали. Ну, а если муж, то понятно, да, боится вас потерять. Боится. И даже если очень хорошие у вас взаимоотношения с мужем, все равно боится вас потерять. Потому что у вас характер такой. Вы такая яркая, вы такая самобытная, вы такая просто невероятная. Он смотрит на вас, глазам своим не верит. Вот как мне повезло, что такая прекрасная, уникальная женщина согласилась быть моей. Вот какой я счастливый. Надо ее беречь. Знаете, превращается со временем в этого Кощея Бессмертного, да, который прям чахнет над вами. С одной стороны, это, конечно, напряжно, и ревность – это не лучшее чувство. Но, с другой стороны, как бы защищает свою женщину, да, от посягательств других мужчин. Так, ну, любовь-то точно к вам есть. Вы ее, кстати, чувствуете. Даже если никого рядом нет, вы чувствуете, что вас любят. Вы чувствуете, ваша интуиция вам это подсказывает. Кстати, еще сны могут очень необычные сниться. Ну, большое сердце в вашу сторону идет. Так, еще за вами следит женщина. Женщина, которая вас жутко боится. Боится она вас в плане конкуренции. Скорее всего, в бизнесе, либо на работе. Вы для нее, ну, не ком, а целая кость в горле. Вот прям очень она вас боится. Почему-то ей прям, знаете, как кажется, что вот-вот и вы ее там где-то подсидите. Вот-вот и вы ее там перещеголяете. Но, в принципе, правильно она боится, потому что на вашем фоне она достаточно так бледненько выглядит. У нее там ни харизмы, ни ума, ни сил, ни желаний, ну, практически ничего нет. Она то ли на каких-то связях держится, ну, допустим, если это на работе, то там в начальстве у нее есть, там, не знаю, любовник, либо какие-то родственники, которые туда просто вот впихнули, да, возьмите, пожалуйста, хоть куда-нибудь, да, никуда ее не берут. Но а вы действительно всего добиваетесь сами. Вы очень крутая в плане и работы, и по жизни. Ну и как бы в красоте вы прям такая звезда, звездная. Вот. Но эта женщина, она смотрит на вас и думает: господи, ну вот точно подсидит меня, вот точно меня сейчас прогонят, либо вот точно из-за нее я окажусь на улице. Но мне почему-то кажется, что это работа и бизнес. Что у нее такие страхи, что из-за вас может перечеркнуться ее прекрасное будущее. Хотя я не знаю, с такими талантами, наверное, навряд ли у нее будет прекрасное будущее. Ну, разве что удачно замуж выйдет. Ну, как-то так. Но вы чувствуете от этой женщины, она, соответственно, относится к вам, да, может там и подколоть, и какой-то, знаете, там как-то не очень лицеприятно выразиться по поводу вас. Это уже не раз было. Она вам уже известна, понятна. Опять же, вы понимаете, что она там на честном слове держится, пока ее покровители там держат руку на пульсе, да, пока она и сидит на своем месте. Ну, честно скажу, не так-то долго ей осталось сидеть. Либо вам не так-то долго осталось все это терпеть. Без шуток, у вас тут хороший подъем идет. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, у вас очень хороший идет подъем. Ну, либо это назначение повышения, либо перейдете, может быть, в другую сферу деятельности, в другую компанию можете перейти. Ну, либо бизнес ваш выстрелит. Вот, как-то она прям совсем там стухнет, позади останется, ой, далеко позади останется. Но ей трудно будет это принять, и очень трудно будет все это пережить. Но это уже ее проблемы. Так, и еще кто замужем? Кто замужем? Тут еще одна фигурка показалась. Но здесь больше похожа на либо бывшую, либо на маму. Почему следит? Сравнивает себя и вас. Ну, если бывшая, то сравнивает. И очень хочется вот прям
пусть даже не кому-то, но себе доказать, что вы там чем-то ей уступаете, что вы вот не такая, как она, а она прям самая такая лучшая. Если мама, ну это женская ревность, да, мамы, кстати, очень ревнивые бывают, особенно если там сын один, либо это младший ребенок. Ну да, такое иногда бывает. Видно, ваш муж ей что-то про вас рассказывает, что вы там что-то очень красиво, прекрасно, вкусно, незабываемо делаете, и ее прям эти иголочки ревности колят. Ну, опять же, сына она любит, думает, ну, послежу, да, прослежу, чтобы моего сыночка не обижали, холили, долелеяли. Ну, что бывает, мама имеет право. Хотя это не к добру, да, лезть в жизнь своего сына, тем более в семейную жизнь своего сына. В принципе, тут бояться нечего, да, это неприятно, да, это заметно, и мысли, да, мысли в голове, ну вот зачем тебе это надо, да, зачем ты лезешь, отстань от нас, дай нам пожить. Ну, как-то так, вот такая судьба, вот такая пытливая мама, которая будет за вами подслеживать. Такая, знаете, и бабушку подъезда расспросит, что вы там, с кем вы там, слышно ли что из квартиры. Ну, а если бывшая, чисто, вот знаете, для себя, чтобы самоутвердиться и сказать, о, я была лучшей. Ну, не вижу, что у нее это получится. Так, еще вижу кого-то из ваших родственников, с кем вы... Ну, у одних отыграется, что часто видитесь, а у других отыграется, что редко видитесь. Может быть, по телефону больше общаетесь. Любят вас ваши родственники, переживают очень сильно за вас. Не знаю, то ли помочь нечем, то ли, ну как, даже не в деньгах дело, а больше как далеко, да, далеко от вас находятся. Конечно, если бы рядом, то помогали. Любят вас ваши родственники, хоть вы там, может, и ссоритесь иногда, либо не такой уже плотный контакт частый, но, тем не менее, ваши родственники вас не только любят, но и уважают. Вы как правильно слово подобрать, вот гордятся вами, да, вы как лучший представитель вашего рода. Ну, потому что, да, вы действительно не только красивая, но и очень умная, и очень результативная на самом деле. Вот, они все вот прям на вас чуть ли не молятся, на вас равняются, вас в пример ставят, на вашей истории жизни воспитывают младшее поколение. То есть такое вот закладывается как уважение даже к вам, уважение, любовь. Вот смотри, равняйся, пытайся дотянуться. На самом деле это очень хорошо. И еще я вижу, что вы, скорее всего, помогаете своим родственникам, и это тоже все это идет большой плюс. Большой плюс. Вы не думаете, что там просто наживаются на вас. Нет, это идет большой плюс. И еще очень часто в вашу сторону поглядывает мужчина, который не свободен. Мужчина, у которого есть семья в данный период времени. Это его семья, либо ну, как бы он уже вошел в семью, может быть. Вот, он на вас поглядывает, я бы даже сказала, как-то оглядывается. Скорее оглядывается, как в прошлое. Мужчина, который постоянно удивляется, причем неприятно удивляется тому, что вы настолько похорошели, всего-то добились, да, причем сама добились, что вы нигде не пропали, что вы смогли выжить, выстоять, выдержать. В общем, стали тем, кем вы стали. Вот он оглядывается назад и думает, ну как же так, да, как же так? Я вот смотрю в зеркало, стал вот там обрюз, там, не знаю, постарел, посидел, там живот у меня торчит, выпирает. А она нет, она как девочка, фигурочка точеная, прям красавица, такая деятельная, активная. Вот не понимает, он-то думал, что вы там пропадете без него, да, скорее всего, ну ваш какой-то бывший. Вот. А вы не пропали. Вы не только не пропали, вы даже лучше жить стали. Вы и выглядите лучше, опять же. Двигаетесь вперед, только вперед. Не рыдаете, не где-то там в яме сидите. Нет, вы молодец, вы сильная. И вот она оглядывается, понять не может. И ему прям очень обидненько от этого становится. Ведь он очень надеется, что вы рано или поздно за ним придете и попросите его вернуться.
Но я не вижу, что так и будет. Скорее, вы уже вообще о нем думать забыли. Либо сейчас скривились, сказали: фу-фу-фу, не-не-не, никогда не дождется. Ну, так оно, скорее всего, и будет. Да, вы очень интересно вообще привлекаете взгляды людей. Привлекаете в прямом смысле слова, не только мужские, но и женские. Да, есть много женщин, которые вами вот действительно душевно, от души восхищаются. Вы как пример для подражания. Вы как, знаете, образец сильной женщины. Женщины, которая сделала себя сама вопреки всем тем проблемам, которые рухнули на ваши плечи. Вот. Кто знает вашу историю, ну там люди, глаза на мокром месте и в душе надежда, да, потому что вы умеете подарить эту надежду. На вас посмотришь и никогда не поверишь, что вы пережили такие сложные моменты, трагические моменты в своей жизни. Да, вы такая, вы очень необычная. Смотрите, сколько бы вам лет не было, где бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили, вы всегда будете в центре внимания. Всегда люди будут на вас смотреть, за вами наблюдать, с целью, не знаю, изучить, взять что-то на вооружение, да, на заметку что-то взять. Ну, либо просто завидовать вам. Да, завидовать. К сожалению, вы от этого не застрахованы. И я так понимаю, что очень часто с завистью сталкиваетесь. Ну, людям невдомек, что вам пришлось пережить, да, либо как тяжело вам дается быть в такой форме, добиваться и иметь то, что вы имеете. Просто завидуют. Да. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.